Эфир нашего телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко и коротко о главных темах к этому часу. Продолжаются восстановительные работы на линии электропередач в Центральной Якутии. Глава республики Айсен Николаев проверил ход строительства кардиологического центра в Якутске. Республике для поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера будет выделено более 380 миллионов рублей в следующем году. Начнем выпуск с эпидобстановки. За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 118 случаев COVID-19, передает региональный оперштаб. Из них в Якутске 48 случаев, в Алданском и Нерюнгринском районах по 11. 8 человек заболели в Мирнинском районе, 5 в Мегино-Кангаласском, по 4 заболевших в Нюрбинском и Алекминском, 3 случая в Сунтарском районе. Еще по 2 случая зафиксировали в Амгинском, Вилюйском, Намском, Аймиконском, Тампонском, Усть-Майском и Устьянском районах. Еще в 10 районах республики зарегистрированы единичные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Глава республики Айсен Николаев проверил ход строительства кардиологического центра в Якутске. Объект находится на финальной стадии строительства. Установлено все оборудование, началась подготовка чистых помещений и оснащение кабинетов. При этом, как подчеркнул Айсен Николаев, в настоящее время самый актуальный вопрос – это организация работы диспансера. Так, в рамках объезда глава республики встретился с руководством кардиоцентра, его ведущими сотрудниками и министром здравоохранения. «Считаю, что у наших врачей-кардиологов есть поистине уникальная компетенция. После ввода кардиоцентра мы практически все операции сможем проводить здесь», сообщил глава республики. Задача правительства, которую я ему ставлю, это добиваться от федерального Минздрава выделения как раз квот на проведение высокотехнологических операций здесь у нас в Якутске. Сейчас пока только 100 где-то получается здесь на территории республики по федеральной квоте операций проводить. Я считаю, что мы должны их проводить уже до 1000. И это вполне по возможности будет нового кардиоцентра. В Якутии продолжается реализация региональной программы социальной газификации населенных пунктов. Так, с сентября заключили порядка 400 договоров. Накануне мэр Якутска Евгений Григорьев и гендиректор Сахатранснефтегаза Алексей Колодезников посетили дом семьи Дьячковских, куда газ был проведен по данной программе. Тему продолжит Власий Сергеев. С момента старта социальной программы газификации было подано более 2000 заявок. На сегодняшний день подписано порядка 400 договоров, а пуск газа произведен в более 60 домах. На будущий год объемы будут расти. И вот, если вспомнить, несколько лет назад подключение к газу было какой-то проблемой, которая оказалась нерешаемой. Сегодня государство берет на себя полностью эти обязательства. Если у вас есть жилой дом, зарегистрированный, то уже государство само подключит вас к газу. Стать участником социальной программы можно даже в том случае, если заявка была подана до начала ее реализации. Согласно условиям программы, тем, кто отправил заявку до 21 апреля 2021 года, осуществляется возврат денежных средств за подключение. Так, семья Дьячковских отправила заявку летом. Их дом был подключен к газу в ноябре. Документы подавали в июле месяце. Там договор заключили первый, а второй в ноябре. И в ноябре же через неделю, по-моему, уже газ включили. И на возврат в декабре. Возврат денежных средств. Радостно, тепло, уютно. До конца текущего года в рамках реализации социальной программы планируется подключить к газу 300 домовладений. В 2022 году по поручению главы республики Айсена Николаева этот показатель должен достичь отметки 2000 домов. Мы уже проводим эту работу, закупаем технику, увеличиваем численность персонала УГРС. Из республиканского бюджета нам предусмотрено 700 миллионов рублей на эти цели. Видим, что можем это сделать. Более того, расшиваем проблему дефицита газа. В следующем году мы будем строить очень много сетей газораспределительных. Напомним, заявки на социальную газификацию принимаются на сайте Сахатранснефтегаза, а также в районных эксплуатационных газовых участках и в клиентских конторах. Власий Сергеев, Григорий Николаев, Якутск.
Тем временем настоящий подарок. Ключи от долгожданных квартир получили в канун Нового года обманутые дольщики дома по улице Каландарашвили, 38 в Якутске. А накануне в торжественной обстановке ключи новоселам вручил первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков. Все подробности в материале Ульяны Шагиной. Владимир Кривошапкин – врач-терапевт в селе Крест-Хальджай Тампонского района. Еще в далеком 2013 году он вступил в долевое строительство дома, не подозревая о том, сколько сил и средств он впоследствии потратит, ожидая долгожданного вручения ключей от собственной квартиры. Волнения, конечно, были. Даже были так, что хотел в денежном варианте взять. А потом думаю, с квартирой-то лучше будет. Дождусь. Вот, наконец-то дождался. И все это время вы ипотеку оплачивали, да? Ну, ипотеку и до сих пор. В этом году заканчивается ипотека. В сентябре 2022 года заканчивается ипотека. Строительство второй очереди 179-квартирного жилого дома было приостановлено в 2015 году. Компанией-застройщиком тогда являлась обанкротившаяся чуть позже Северная строительная компания во главе с директором Михаилом Миарикяновым. Фонд обманутых дольщиков включил тогда объект в свой реестр, и только после смены застройщика удалось достроить дом практически с нуля. Вы все видели, какого качества внизу подъезд с консьержем, с видеонаблюдением, энергоэффективный, с датчиками движения и экономии электричества. Конечно, это дом, который построен по всем нашим самым взыскательным современным требованиям. Ну и самое главное, взят и завершен был компанией. Поэтому я очень благодарен застройщику и, конечно, от души поздравляем жителей. На сегодняшний день в Якутии проблемными остаются еще 7 объектов, возводимых 4 застройщиками. В их числе и нашумевший долгострой по улице Кальвица, 18 в Якутске. Сейчас по этому дому ожидают решения наблюдательного совета о способе восстановления прав дольщиков. По 4 объектам уже реализуется на сегодняшний день механизм публично-правовой кампании. Застройщиком является Республиканский фонд. Права застройщика переданы ему, и на сегодня мы находимся на стадии подготовки проектно-сметной документации. 2 объекта нежилого назначения, это 1000 мелочей, рядом с автовокзалом, уже находятся на завершающей стадии. Административное здание по улице Петра Алексеева, застройщик Чарон, будет завершен строительством в следующем году. В целом задача региона до 2024 года полностью закрыть вопрос со всеми обманутыми дольщиками. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. И к другим темам. Увеличена грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан на трассе Колыма до 20 тонн. Об этом сообщает управление дорог Вилюй. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы. А по маршруту Нижний Бестях-Владивосток планируют запустить скоростные поезда. Соответствующее предложение озвучил Айсен Николаев, напомнив, что с этого года началось беспересадочное сообщение с Нижнего Бестяха до Владивостока, куда якутяне стали добираться на 13 часов быстрее. Глава Якутии рекомендовал продолжить работу по повышению уровня транспортной мобильности и уже в следующем году запустить по этому маршруту скоростные поезда. Кроме того, Айсен Николаев подчеркнул, что уже сейчас нужно думать о стратегической цели – строительстве железной дороги до Магадана, и дал поручение Кабинету министров работать в продвижении этого проекта. На 14 часов в 5 районах Якутии, это Татинский, Тампонский, Амгинский, Чурапчинский и Усть-Майский, где из-за аварии на электролинии Майя-Чурапча произошло отключение электричества. Ситуация следующая. Так, по последним данным, как сообщили в комиссии по чрезвычайным ситуациям, бригада завершила восстановительные работы и приступила к обратному подключению линий электропередачи. Более подробно в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Энергетики выяснили причину аварии. Внештатная ситуация случилась из-за натяжения проводов на опорах электролинии Майя-Чурапча. Об этом сообщил Дмитрий Садовников на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Авария обнаружена в 51-м километре от села Майя, 222-м и 221-м опорах. Авария связана с натяжением проводов и касанием траверсов и фазах АЭС. Сейчас энергетики усиленно ведут аварийно-восстановительную работу. Между тем, ситуация в районах, которые попали под отключение электроэнергии, держится на контроле. Так, по словам главы Тампонского района, все социальные объекты, в том числе объекты здравоохранения, сегодня обеспечены электроэнергией из резервных источников питания.
после аварии и Ханская дизельная электростанция энергетиков, и резервные источники питания в количестве 22 штук, это на объектах ГУП ЖКХ, были запущены своевременно и вовремя. Таких существенных разморозок нет. В поселке Хамеля есть моменты частичные перемерзания труб холодного водоснабжения, но по ним работает и управляющая компания, и ТСЖ. Что касается ситуации в Амгинском Улусе, то здесь, по словам главы района, электроэнергией обеспечены полностью 4 населенных пункта и в одном населенном пункте частично из-за технических неполадок. На сегодняшний день ситуация стабильная. Сейчас электроснабжением обеспечены поселки Чапчелган, Амга, Чакыр, Покровка и частично село Битюнь. Там РИП вышел из строя, РИП котельной, и в настоящее время эта котельная работает. По всем настигам котельные работают, социальные объекты тоже под контролем. А в Чурапчинском Улусе для нужд котельных сел Мындагай и Мырылай отправлены дизельные топлива, которые, по словам главы района, должно хватить на 2 суток. На сегодняшний день по линии ГУП ЖКХ все 33 котельных работают в штатном режиме. По линии Джилур все 8 котельных тоже работают в штатном режиме. В селе Ажулун, где функционирует компания «Уют», тоже работает в штатном режиме. И 2 котельных, которые обслуживает компания «Лидер», тоже работает на сегодняшний день в штатном режиме. В селе Мырылай и Мындагай отправили дизтопливо, которые будут на 2 сутки обслуживать эти котельные. Также отправили спутниковые телефоны. В целом, по словам глав районов, ситуация находится под контролем. Все коммунальные службы и службы ЧС переведены в усиленный режим работы. Между тем, синоптики обещают, что в ближайшие 2 дня в центральной части Якутии местами температура воздуха будет опускаться до минус 45-48 градусов. Дмитрий Тымыров, Якутск. Республике для поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера будет выделено 382 миллиона рублей в следующем году. Об этом сообщил замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Михаил Погадаев. Что касается реализации комплексного проекта «Дети Арктики», то можно отметить, что в рамках этого проекта в федеральном бюджете впервые предусмотрены средства на мероприятия по оздоровлению и отдыху детей из арктической зоны России. Так, ежегодно на это пока будет выделяться порядка 500 миллионов рублей. При распределении этих средств между регионами Якутия получит около 27 миллионов. К этому часу пока вся информация, но о развитии событий расскажем в следующих выпусках. Оставайтесь на нашем канале.